На всех ли женщинах можно жениться мусульманину? Есть категории женщин, с которыми вступать в брак категорически запрещено. Их называют махрамами. На одних из них никогда нельзя жениться, а на других запрет на женитьбу зависит от наличия определенных условий. При отсутствии условий исчезает и запрет. Постоянный запрет женитьбы распространяется на женщин-махрамок по причине родства. Это: первое – мать, бабушка, мать матери, мать отца, прабабушка и так далее. Второе – дочь, внучка, дочь сына, дочь дочери, правнучка и так далее. Третье – сестра родная, либо сводная, со стороны отца, либо со стороны матери. Четвертое – племянница, дочь родного брата, либо сводного, со стороны отца или матери. Пятое – племянница, дочь родной сестры, либо сводной, со стороны отца или матери. Шестое – сестра отца, тетя, также тетя отца, со стороны его отца или матери. Седьмое – сестра матери, тетя, также тетя матери со стороны ее отца или матери. Также постоянный запрет женитьбы распространяется на женщин-махрамок по причине заключения брака. Это: первое – мать жены, теща. Второе – дочь жены, падчерица, если была половая близость с ее матерью. Третье – жена отца, мачеха. Четвертое – жена сына, невестка. Запрещено жениться и на женщин-махрамок по причине молочного вскармливания. Это: первое – молочная мать, ее мать и так далее. Второе – молочная сестра. Ею считается та, которая кормилась у твоей матери, или ты кормился у ее матери, или вы, ты и она, кормились у одной и той же женщины. Когда она кормилась у твоей матери, то она становится махрамкой для тебя и для всех твоих братьев. Но тебе дозволяется, не является махрамкой ее сестра, потому что она не кормилась у твоей матери. Третье – дочь молочного брата. Четвертое – дочь молочной сестры. Пятое – молочная тетя со стороны отца. Это та, которая кормилась вместе с твоим отцом. Шестое – молочная тетя со стороны матери. Это та, которая кормилась вместе с твоей матерью. Седьмое – молочная дочь. Это та, которая кормилась у твоей жены, и ты для нее будешь молочным отцом. Восьмое – молочная мать жены, то есть та, которая кормила твою жену. Девятое – жена молочного отца. Десятое – жена молочного сына, то есть жена того, кто кормился у твоей жены. Временный запрет на женитьбу распространяется на родственниц жены, родной или молочной сестре, тете и тому подобное. Запрет делится, пока вы находитесь с женой в браке. В том случае, если жена умрет или вы разведетесь с ней, то по истечении срока идды разрешается жениться на ее родственнице. Богословы установили правила, согласно которому можно определить, на какой из родственниц жены нельзя жениться, пока вы находитесь с ней в браке. Запрещается жениться на той из родственниц жены, что если представить одну из этих женщин, жену или ее родственницу, мужчиной, то ему было бы запретно жениться на другой. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.